Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Сильный ветер сорвал крыши и фасады, оставил без электричества более 8 тысяч человек. Мощный ураган бушевал сегодня в Агрызе. Дверь открываю, гляжу, и небо. Подробнее о последствиях стихии с Ириной Васильева. Отдых обернулся гибелью. Перевернулся на крышу. Что известно о гибели двух людей, отдыхавших на берегу реки Меша в Пестричинском районе, расскажет Рамиль Шайдулин. Новации для такси. Тут есть и свои плюсы, и есть свои минусы. Что принесет новый закон, узнал Дмитрий Аренин. Начнем с Агрыза. Здесь сегодня утром разбушевался ураган. Без электричества оказались 366 домов. Это почти 8 тысяч человек, а также школы и детские сады. К 8 часам вечером к сетям оставалось присоединить 150 частных домов. Ветер срывал крыши зданий и построек, переворачивал теплицы, валил деревья. В МЧС и городским властям поступило почти 500 обращений. В районе прошло несколько внеплановых заседаний комиссии ПЧС. Сейчас параллельно с разбором завалов оценивают масштаб бедствий и подсчитывают ущерб. Как сообщает МЧС, погибших и пострадавших нет. Из центра Агрыза репортаж с Ириной Васильевой. Резко ветер поднялся и стал сначала... Как ураган пошел потом. Вырванные с корнем деревья, разбитые автомобили, погнувшиеся заборы и дорожные знаки. В результате урагана на улицах Агрыза сейчас царит полный хаос. Сильный ветер с градом начался здесь примерно в 9:30 утра. Все поломало тут. Дверь открываю, гляжу, и небо. Вообще все. А поглядел, а вон где крыша-то находится. Из-за урагана гараж Анатолия Соколова остался без крыши. Ветер сорвал и выбросил ее через дорогу. Единственная радость пенсионера – уцелевшая машина. А жена еще мне говорит, ты, говорит, лучше поставь машину сюда. Ага, а я гляжу, что черные. Я говорю, чего ж туда поставить-то? Вот сюда бы поставил, вот тут все эти отлетели, вот эти камни, изуродовало бы всю машину и все. Дом семьи Гайнудиновых частично остался без крыши. Нет электричества и воды. Такую погоду после знойной жары никак не ожидали. Первый это знак был от березы. Береза начала бить по крыше вот так. И вот я уж соскочила, вышла. Все крышу сняла вот с бани, из гаражей, из дома вон. Теплицу полностью разгромила. Ничего не осталось в огороде. Похожая ситуация и в доме родителей Анастасии Сулеймановой. Дерево почти полностью перекрыло проход к дому. Козырек снесло у дома. Там крышу у нас тоже загнуло на бане. Вот там, видите, видно прям. Она прям загнута так. Но очень сильно было. Шторм. Жители Агрыза в соцсети выкладывают последствия урагана. Сильный ветер снес деревья, крыши многоэтажек, град повредил урожай в огородах. Непогода бушевала 1,5 часа. За это время МЧС приняли 500 сообщений от местных жителей. Без электроснабжения остались 3 школы, 2 детских сада. Также 366 домов, в которых проживает 8,5 тысяч человек. Жители говорят, настолько резкой смены погоды никак не ожидали. Я вот 63 года живу, у меня такого не было. Никогда такого не было. Были дожди, да, были дожди, там ливни были, но чтобы с градом, с таким ураганом такого никогда не было. Устранением последствий весь день занимаются спасатели и аварийные бригады. Работают 7 бригад электросетей. К ним на подмогу отправлены еще 3 дополнительные из Елабуги. В ликвидации последствий задействованы почти 500 человек. На данный момент ведется сбор информации о количестве пострадавших жилых домов, зданий, сооружений, объекты экономики. После случившегося у нас появилась проблема с электричеством и водоснабжением. На данный момент частично в нижней части города вода уже есть, электричество тоже есть. Для жителей создан единый диспетчерский номер. Глава района Ленар Нургаянов собрал оперативное совещание комиссии по ЧС и выехал на место для оценки масштабов разрушений. Более 20 жителей уже обратились. То, что связано с многоквартирными домами, они обращаются в управляющую компанию. Все в индивидуальном порядке будем отрабатывать, решаем эти вопросы. Свет и воду жителям исполком обещают вернуть до 10 часов вечера. Ирина Васильева, Игорь Романов, ТНВ, Агрызский район.
Последствия ненастья устраняют сегодня и коммунальные службы Нижнекамска. Здесь повалило деревья, оборвало линии электропередач. Работники горэлектротранспорта убрали упавшее рядом с трамвайным парком дерево. Затем на этом участке восстанавливали освещение. Обслуживающие организации собирают и вывозят поломанные деревья из городских парков и дворов. Сегодня татарстанцев потрясла трагедия на Мёше. Здесь, в реке у деревни Карповка Пестричинского района, обнаружили автомобиль с погибшими внутри. Их тела спасатели вытащили ночью. Женщине было 37 лет, она находилась на переднем пассажирском сидении. Мужчине 34, его обнаружили на заднем. Есть кадры видеорегистратора, на которых видно, как машина падает в обрыв на полной скорости. Вероятнее всего, пара приехала сюда на отдых. Что здесь могло произойти, что говорят очевидцы и спасатели? Репортаж Рамиль Шайдульна. Разбитая фара до осколки бампера. Вот что сегодня утром осталось после трагедии на берегу реки Мёша. По всей видимости, автомобиль был припаркован над обрывом, но по какой-то причине скатился вниз, ударился о землю, а после и вовсе ушел в воду. Внутри машины находилось 2 человека. Оба погибли. Этот участок у берега Мёши не самый известный среди туристов. Он находится рядом с дачами. Обычно здесь только свои. Поэтому эту иномарку и пару сразу запомнили. Я видела, что на берегу стоит палатка. Люди отдыхают. Я гуляю с большой собакой. Я разворачиваюсь и ухожу обратно. И так было 2 дня. Однако накануне машина пропала. На берегу лежал оторванный бампер, на земле были следы. Так бывает, когда автомобиль улетает с обрыва, говорят местные. Машина, она, значит, задом туда улетела, передом зацепила обрыв, оторвала бампер с номером, уже было понятно, и упала на задницу, перевернулась и на крышу. Вся смялась, там лобовое стекло вылетело. На кадрах с видеорегистратора видно, машина подъезжает к берегу и по какой-то причине не тормозит перед обрывом, падает на полной скорости. Очевидцы вызвали МЧС, к работе приступили водолазы. Автомобиль Citroën C4 обнаружили в 5 метрах от берега на 5-метровой глубине. После работы водолазов было установлено, что в транспортное средство находятся люди. Извлечь их невозможно, двери заблокированы. Было принято решение вызвать специальную технику для подъема транспортного средства. Как потом выяснилось, женщина сидела на переднем пассажирском кресле, мужчина на заднем. Овощи эти высохшие уже были из-за жары, я думаю. Судя по окружающей обстановке, машина могла пролежать в воде больше суток. Возле палатки на столике найдены уже высохшие остатки еды, рядом ключи от квартиры. Видимо, пара отдыхала на природе. Я местных очень хорошо знаю, и такой машины в нашем сельском селении такой машины нет. Как сообщили в правоохранительных органах, в трагедии не усматривается криминал. Вероятнее всего, это был несчастный случай. По факту случившегося проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, ее ход, результаты взяты на контроль прокуратуры района. По нашим данным, погибшие были супругами и проживали в Казани. Детальнее в ситуации разбирается прокуратура. Рамиль Шайдульна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Пестричинский район. Таксисты в ожидании. Завтра Госсовет Татарстана в первом чтении планирует рассмотреть законопроект об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Документ принимается в соответствии с федеральным законопроектом. Он вступает в силу с 1 сентября. Республиканский закон конкретизирует положение федерального применительно к нашему региону. Это касается цвета машин, уполномоченного органа, который будет вести реестр таксистов. Как таксисты, пассажиры и экспертное сообщество отзываются о переменах, узнал Дмитрий Аренин. И с шашечками, и без, на авто белого и других цветов сейчас за плату готовы отвезти клиентов. Эти мужчины своего лица просят не показывать. Как говорят о новом федеральном законе такси, наслышаны. Говорят, порядок больше, чтобы был. Порядка, чтобы больше было. Порядок? Когда будет порядок? Я полвека за рулем работаю. Как не было порядка, так и не было. Новый федеральный закон предъявляет сразу несколько требований. Запрещено нанимать водителей с судимостью за насильственные преступления, а также рецидивистов. Также таксистам нужно будет пройти аттестацию и получить полис ОСАГО. Вопрос страхования сейчас в первую очередь волнует казанского таксиста Артема Падытяпурина. Он работает на арендованной машине в крупном агрегаторе.
Очень будет много, возможно, денег уходить на то, что, например, вот на страховку. Страховка еще, она где-то по каким-то новостям я смотрел, то, что она примерно 70 тысяч будет стоить. Также есть требования к внешнему виду машин. Как сообщается в документе на сайте Госсовета, в Татарстане предлагают белый и желтый цвета. Также регионы должны утвердить уполномоченные органы, которые будут вести реестр перевозчиков, таксистов и самих автомобилей. Агрегаторы, которые заключают договор с таксистами, должны будут проверять, есть ли у них разрешение на перевозку. Я понимаю, это хотят они сейчас централизовать, именно собрать в один документ все, что разбросано по разным документам. Привести, с их точки зрения, я так понимаю, они хотят сейчас ситуацию с такси в нормальное состояние. Автомобили по заказу, это имеется в виду бизнес-класс, VIP-класс и так далее. Новый закон о такси их не касается. Новый закон принимается в связи с тем, что на рынок пришли агрегаторы еще 10 лет назад. И они находились не в рамках правового поля, они были за пределами. Руководители агрегаторов и крупных автопарков говорят, цена поездки может вырасти, но в целом настроены оптимистично. Самое важное, наверное, для пассажиров, что хотелось бы, скорее всего, подорожает стоимость поездки, потому что автомобили, которые будут допущены на линию, водители, которые будут допущены на линию, их количество существенно сократится. Но коли снижается предложение по перевозкам, то стоимость поездок возрастает. Из плюсов я бы выделил, что все водители станут самозанятыми и будут уплачивать налоги в бюджет. Соответственно, они выйдут из некой такой серой зоны, в которой они находятся уже там множество лет. Мы надеемся, что открытый подход и совместная работа бизнеса и регуляторов позволят, с одной стороны, упорядочить рынок, с другой стороны, сохранить такси доступным, популярным и массовым видом транспорта. Мнения пассажиров разделились. Одни ради порядка готовы платить больше, другие хотят оставить все как есть. Эта сфера нуждается в большем контроле? Я считаю, нет. Почему? Потому что там все хорошо. Будет спокойнее, если будет эта сфера урегулирована. Пусть будет лучше, дешевле. Цену они постоянно повышают, поэтому удивляться не стоит. Пускай они регистрацию делают для такси, чтобы был честный заработок и так далее. Пускай также налоги платят, как и все остальные люди. Федеральный закон такси вступит в силу 1 сентября. Нюансы к нему в Татарстане рассмотрят завтра. Как отмечают эксперты, окончательно судить, оправдались ли перемены, можно будет только после применения на практике. Дмитрий Арин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Родители первоклашек, которых не взяли в лицей в Куюках, встретились с главой района Ильхамом Кашаповым. В единственное учебное заведение села с населением 25 тысяч человек не попали 176 детей. Репортаж об этом мы показывали на нашем канале. На встрече местные власти предложили родителям два варианта решения проблемы: предоставить школьный автобус, который будет развозить ребят по 4 казанским школам, или же предусмотреть возможность расширения площади лицея в Куюках и открыть новые классы здесь. По словам главы, о вариантах решения доложено руководству республики. Медаль в честь столетия ТАССР вручил Рустам Минниханов генеральному консулу Турции в Казани Исмету Эрикану, который завершает свою дипломатическую деятельность в Татарстане. Раис республики поблагодарил его за большой вклад в развитие сотрудничества в рамках российско-турецких отношений. Он пожелал Исмету Эрикану успехов на новом посту и отметил, Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Контакты развиваются при непосредственном участии генконсульства, которое проводит большую работу в торгово-экономической и социально-гуманитарной сфере. Рустам Минниханов выразил сожаление, что консул покидает Татарстан. Будет вас не хватать. Я так говорю искренне вашим друзьям. Мы всегда находили человека, который нацелен на результат. Сегодня на телеканале ОТР весь день шел специальный проект, посвященный Татарстану. Это был День региона. С полудня рассказывали об экономике, промышленности и культуре нашей республики. Показывали производство автомобилей КАМАЗ и самый молодой город Иннополис. Любовались Белой мечетью в Болгаре, где хранится самый большой в мире печатный Коран. Собором Успения Пресвятой Богородицы. Станцевали на национальном празднике Сабантуй. Большое интервью телеканалу дал Рустам Минниханов. Он рассказал, каково это руководить республикой с такой богатой историей и трудолюбивыми людьми. Когда президент вам предложил повторно выдвинуться на этот срок, он как-то упомянул, что какой рейтинг не посмотришь, везде Татарстан либо первый, либо в первой тройке, либо в первой пятерке. Вот насколько легко, или вернее, насколько тяжело быть таким успешным? И чего это стоит? Один татарин сказал:
Баюның ауырлығы жоқ, байларша яшауы бар. Значит, это, говорит, разбогатеть не так уж сложно. Жить как богач достаточно сложно. Поэтому есть определенное как бы давление психологическое на тебя, что вот твои показатели там уступают кому-то. Поэтому надо быстро бегать, быстро двигаться. В Татарстане утвердили план празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Какой школе присвоят имя великого русского поэта и что еще есть в программе, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня на заводе «Техно» в Заинске запустили уникальное для республики экологичное оборудование. Оно будет обеспечивать очистку промышленных выбросов предприятия от фенола, формальдегида и аммиака. Перед компанией стояла задача установить оборудование, которое по эффективности не уступает европейскому. Это только часть проекта по уменьшению выбросов в атмосферу. Ранее жители города неоднократно жаловались на едкий запах рядом с заводом. Городские власти называют изменения настоящим подарком для заинцев. 4 часа от Казани до Заинска. И вот мы здесь, на заводе «Техно». На нас надели специальные шлемы, жилеты. Проходить можно только по зебре. Сегодня здесь запускают новый экологический проект. По данной трубе у нас отработанные газы после термической обработки ковра попадают в камеру сгорания регенеративно-технического окислителя, попросту дожиг газов. Эти огромные трубы – часть газоочистной системы. По ним газ с частицами пыли и вредных веществ попадает в камеру дожига. Здесь при очень высокой температуре они полностью сгорают и становятся почти безвредными. По словам специалистов, степень очистки выбросов выросла до 98%. Установили оборудование, попросту говоря в народе, дожиг газов, который подразумевает тепловую дообработку и того уже очищенных газов до наилучших, скажем, показателей. Пуск. Такое оборудование на заводе по производству каменной ваты уже было. Сегодня запустили вторую очередь на вторую линию. Стоимость проекта 200 миллионов рублей. Проект стал и большим шагом в импортозамещении. 70% оборудования российского производства. Оборудование, произведенное в нашей стране, абсолютно ничем не хуже оборудования, произведенного в Европе до этого. Это подтвердили в том числе монтажники, которые монтировали оборудование производства Европы и, в общем-то, в этом году производства России. То, что воздух стал чище, заметили и местные жители. Вчера температура в Заинске достигла 40-градусной отметки, однако не зафиксировано ни одного обращения на едкий запах. Каждый день, когда человек встает, уже чувствует, а завод работает в непрерывном режиме, круглосуточно, круглогодично, зимой и летом, весной и осенью. Вот поэтому, конечно, это дорого стоит. 250 миллиона для того, чтобы в городе было чище, чтобы в городе было хорошо, комфортно жить. И чтобы при этом была качественная, очень нужная для всего нашего народного хозяйства продукции. Здесь живут люди, которые делают дело. И за такими людьми будущее. В ассортименте завода почти 150 наименований продукции для изоляции фасадов, кровель, полов и стен. Здесь трудоустроены более 300 человек. Работу над экологичным производством продолжат. Так, замеры выбросов производят почти каждый месяц. За соответствием показателей следят сотрудники лаборатории. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Заинск. В эти дни на одном из полигонов России продолжают свою подготовку военнослужащие контрактной службы из Татарстана. Накануне мы рассказывали, как на боевом слаживании они вспоминают навыки владения оружием, подтягивают физическую форму и учатся работать в команде. Сегодня наш репортаж об артиллеристах и операторах беспилотных летательных аппаратов. Они тренируются не менее усиленно, ведь в их руках сложная, но крайне эффективная техника. И ей учат пользоваться с учетом опыта спецоперации. Репортаж Рамиль Шайдульна. Внимание, 4-й, приготовиться к боевой работе. 4-е орудие приготовиться к боевой работе. От команды этого человека зависит, как точно и быстро расчет поразит огневую точку противника. Он дает координаты и распределяет обязанности так, чтобы за считанные минуты орудие попало в цель, находящуюся в 20 километрах от места выстрела. Орудие, 1 снаряд, огонь! Выстрел! Командир батареи, военнослужащие контрактной службы из Казани, уже несколько месяцев готовят таких же, как он, татарстанцев для работы с гаубицами Д-30. 4-е орудие в укрытии! Здесь важно не только метко стрелять, но и слаженно уходить в укрытие. Суметь моментально обезопасить и себя, и орудие научила специальная военная операция. Кто-то служил в армии на этих должностях, кто-то даже ни разу еще не служил, но по зову сердца, так сказать, пришел на защиту Родины и встал в строй. Здесь все знают, куда идем, что нас ждет.
И, соответственно, максимально каждого стараемся обучить, чтобы выполнил свою поставленную задачу на 100% уже. Занятия проходят на протяжении целого дня. В перерывах и после них обязательный прием пищи и отдых. Дважды в неделю солдатская баня. Спят татарстанские контрактники в палаточном городке, над которым развивается флаг республики. Военнослужащие, прибывшие, в том числе из Татарстана, они размещены часть в капитальных строениях, часть в палаточном фонде, который позволяет им подготовиться к очередному дню. В бытовых условиях прием пищи осуществляется в стационарных столовых. Задача, чтобы каждый был максимально приближен к выполнению боевых задач. А вот так военнослужащие учатся управлять беспилотниками в помещении, а не на открытом воздухе, ведь первоначальное обучение проходит на симуляторах. Задача отлетать минимум 60 часов, чтобы затем уверенно управлять дронами уже в реальности. Попав сюда, бойцы проходят испытания на скорость и на точность. Так выявляется специализация будущего пилота БПЛА. Их делят на тех, кто будет управлять дроном от первого лица, чтобы залетать на позиции противника, и тех, кто будет выявлять их издалека, чтобы давать точные координаты. Кроме этого, каждый должен уметь управлять квадрокоптером с грузом, чтобы нести на нем снаряд или гранату. Волонтеры из Казани даже печатают на 3D-принтере и передают военнослужащим специальные устройства, которые позволяют нести на коптере снаряды от гранатометов. Берется вот такой вот элемент, это накольник, берется вот такой вот, к примеру, хвостовик. Устройства уже применяются в зоне СВО. Осенью туда отправятся контрактники из Татарстана уже в качестве операторов беспилотников. Они из разных подразделений в данный момент, люди, которые и заинтересованы, и у них есть возможность эмоциональная, и умственная, и тактильная, то, что пальцы у них выдержали эту нагрузку, скажем так, они могут управлять дронами, это очень важно. Каждый мужчина должен через это пройти. Я так понимаю этот вопрос. Наши близкие под угрозой, и надо что-то для этого сделать, чтобы переломить ход истории. По планам военных, подготовка будет идти до конца августа. Она завершится ротно-тактическими учениями. Ни один военнослужащий, если он не усвоил материал, он не будет выведен в зону СВО. Для тех, кто еще не готов, предусмотрены дополнительные занятия. Рамиль Шайдулин, Адельмин Дубаев, ТНВ. Мы продолжаем нашу специальную рубрику «Своих не бросаем». В ней мы говорим о журналистских репортажах из зоны СВО, показываем видеоматериалы о том, как там живут мирные жители и с какими испытаниями им приходится сталкиваться. Сегодня покажем кадры, снятые в населенном пункте Алешки Херсонской области. Видео опубликовали РИА Новости. Как сообщает информагентство, здесь украинский снаряд попал в жилой дом. От него остались лишь стены, окна и двери выбиты, крыша разрушена. Внутри руины некогда налаженного быта. По данным Следственного комитета, в результате обстрела погибли 2 местных жителей, еще один получил тяжелые ранения. Среди вещей хозяев дома нашли награды ветерана труда. Сейчас в зоне СВО продолжаются бои, потому что мы своих не бросаем. Если вы тоже хотите помочь жителям Донбасса, то можете поступить на контрактную службу. Соглашение подписывается на год и больше. Для военнослужащих контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты. Можно обратиться в военный комиссариат республики или по месту жительства. Единый номер службы отбора вы видите на экране. Сегодня в Казань прибыла женская сборная Ирана по футболу. Команду встретили татарским Чак-Чаком и русским Караваем. В пятницу девушки сыграют товарищеский матч с национальной сборной России. Игра пройдет на центральном стадионе. Команды встретятся на поле впервые в истории женского футбола. Футболистки Ирана ожидают упорную борьбу. Мы счастливы быть в Казани, потому что здесь тоже исповедуют ислам. Нас очень тепло приняли, надеемся на справедливую игру. Мы впервые встретимся со сборной России, а она одна из лучших в мире. Гонщики «Шелкового пути» преодолели 6-й этап соревнований. Это участок от Самары до Саратова. Андрей Каргинов, представляющий команду «КамАЗ-Мастер», стал лучшим в зачете грузовиков. Вторым пришел наш Дмитрий Сотников. Третий результат показал экипаж Сергея Визовича из Беларуси. Новые гонки уже завтра. Впереди у спортсменов путь от Саратова до Волгограда. Финал в субботу в Москве.
В Болгаре с 15 по 23 июля пройдет фестиваль «Возрождение. Эпос в современном прочтении». Здесь зрители увидят спектакли по мотивам эпоса народов России и ближнего зарубежья. На фестивале участвуют представители разных национальностей и религий, которые через века пронесли свою самобытность. Также гостей праздника ожидает показ мод от ведущих этнодизайнеров России, Индии, Пакистана, Туркменистана и других стран. Коллекции представят более 40 модельеров. Пройдет международный этнокультурный фестиваль «Ага-базар». Все желающие смогут посетить ярмарку мастеров народных промыслов. В завершающий день фестиваля покажут оперу-легенду «Карапулат» под открытым небом. Фестиваль проводится на грант президентского фонда культурных инициатив. Вокруг Черной палаты вырастет целый фестиваль. И в этом году это уже масштабное событие, которое в течение 8 дней в разных направлениях будет именно в Болгарах. Это большая честь и ответственность попытаться повторить успех прошлого года. Если больше наших зрителей, больше наших жителей, больше гостей будут смотреть эти спектакли, будут посещать фестивали и будут знать нашу историю, мы сохраняем эти объекты и передаем будущим поколениям, чтобы углубляться и знать свои корни. Это были все новости на сегодня. Сейчас прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. После кардинальной смены температуры в предстоящие сутки погода улучшится. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии, продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха, Азнакаево переменная облачность. Осадки возможны в дневные часы. Ночью ожидается 12 градусов тепла, а днем потеплеет до плюс 20. Неустойчивая погода ожидается в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. К вечеру местами ожидаются дожди. Ночью около 12 градусов тепла, днем температура повысится до плюс 21. Малооблачно и без осадков в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. В ночное время ожидается 12 градусов тепла, а днем плюс 21. Небольшая облачность в Арске, Кукмаре и Балтаси. Без осадков температура в ночные часы всего 11 градусов тепла. Днем станет теплее до плюс 20. Аналогичная погода ожидается в Болгаре, Дрожжаном и Буинске. Ночью до плюс 12, днем 20 градусов тепла. А в Альметьевске, Чистой Поле, Мамадыше без осадков. Ночью около 12 тепла, днем температура достигнет отметки в 20 градусов со знаком плюс. В пятницу ожидается комфортная и теплая погода. В Казани ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью около 13 градусов выше 0, днем плюс 21. Ветер юго-западный порывистый. Атмосферное давление и влажность воздуха в пределах нормы. Магнитное поле Земли спокойное. Обо всех изменениях в погоде вы узнаете из наших новых выпусков. Оставайтесь с нами и берегите себя.